Здравствуйте, уважаемые друзья. Слышно меня? Нормально слышно? Ну, слава богу. Спасибо вам, что вы все собрались. Я рад возможности представить вам независимый экспертный доклад под названием «Угроза национальной безопасности», который посвящен политическому режиму, который создан в Чеченской Республике Владимиром Путиным и Рамзаном Кадыровым. Я считаю, что это одна из ключевых, важнейших проблем современной российской политики. И намерен рассказать вам, почему я так считаю. Но начать, наверное, стоит с того, что доклад уже опубликован несколько раньше, чем мы предполагали. Вы знаете, что сегодня в своих социальных сетях Рамзан Кадыров за несколько часов до официальной презентации выложил доклад в версию PDF. Это случилось в результате некоторой технической накладки. Наши коллеги из «Открытой России» случайно вчера по ошибке, к сожалению, опубликовали текст. Он провисел несколько минут, но сотрудники кадыровской пресс-службы, либо сам Кадыров успели скачать этот доклад, в результате чего он был опубликован, и вот сегодня Кадыров его выложил. Надо сказать, что я благодарен Рамзану Кадырову, считаю, что он большой молодец, потому что он явно популяризирует доклад в Чеченской Республике. У нас была большая проблема, мы не понимали, как распространять доклад в Чечне. У нас очень ограниченные возможности для работы в Чечне, мы понимаем, как распространять доклад в Центральной России, понимаем, как распространять его в Сибири, там, на Дальнем Востоке, но вот как распространить его в Чечне было непонятно. Теперь у меня нет сомнений. Доклад прочитает вся Чеченская Республика. Уж если глава Чечни выкладывает доклад в свободном доступе, нет сомнений, что доклад придет в каждый дом, и для нас действительно это очень важно. Так что Рамзан молодец. Еще одна важная деталь, которую я хотел отметить. Сегодня 23 февраля, это годовщина депортации чеченского народа. В этот день, в 1944 году, началась операция «Чечевица», когда эшелонами жители Чечни, чечены, ингуши отправлялись в депортацию, отправлялись в Казахстан. Это страшная, конечно, трагедия. Люди выселялись из домов, людей выгоняли сгоняли с их земли, они отправлялись в депортацию. И дата презентации сегодняшнего доклада выбрана не случайно. Таким образом, я хочу продемонстрировать солидарность чеченскому народу. Таким образом, я хочу подчеркнуть, что у меня нет никакого конфликта с чеченским народом. Мы противостоим коррумпированному, очень опасному режиму, который представляет угрозу не только для России в целом, но в первую очередь для чеченского народа. И в нашем противостоянии режиму Кадырова мы отстаиваем в том числе и интересы чеченского народа. Я в этом абсолютно убежден. Поэтому вот таким образом я хочу выразить солидарность и свою поддержку чеченскому народу в этот трагический день для, наверное, всех чеченцев. Мой доклад – это, по сути, системный анализ политического режима, который на протяжении последних 10 лет выстраивался в Чечне в результате политики Путина. Я убежден, что вот та Чечня, в которую мы видим сегодня, тот политический режим, во всем его многообразии, который мы наблюдаем в Чеченской Республике, это ключевой результат политики Путина на Северном Кавказе. Именно Путин несет за это ответственность. Надо сказать, что отношение Путина, судя по всему, судя по тем материалам, которые мы собрали, эволюционировало. Если на первом этапе Путин и его администрация пытались создать в Чечне некую систему сдержек и противовесов, и была попытка противопоставить бывшего президента Алу Алханова нынешнему президенту Чечни Рамзану Кадырову, который занимал долгое время, ну не долгое время, занимал некоторое время пост главы правительства Чеченской Республики, была попытка выстроить такую некую систему сдержек и противовесов. Дело в том, что Алханов в свое время получал медаль за оборону Грозного от боевиков, в то время как Кадыров известен тем, что в 90-е годы воевал на стороне сепаратистов. Известна его фраза о том, что впервые взял в руки автомат Кадыров, когда ему не было еще и 17 лет. Это фраза, которую он произнес в интервью одному из федеральных телеканалов. Вот такие очень разные люди с разными биографиями. Предполагал, что будут возглавлять республику. И таким образом Путин предполагал создание системы сдержек и противовесов. Идея-то полностью провалилась. Противостояние началось практически с первого дня, и Рамзан Кадыров не скрывал своего намерения возглавить республику сразу после убийства его отца в результате трагического теракта. В итоге
Путин смирился с такой позицией Кадырова. В итоге Путин предоставил Кадырову исключительные полномочия. И на протяжении последних 10 лет очень последовательно накачивал чеченский режим, кадыровский режим, накачивал деньгами, политическими ресурсами, организационными ресурсами и фактически предоставил Кадырову абсолютно неограниченные полномочия. Сегодняшний режим в Чечне можно охарактеризовать как режим личной власти. Это политический режим, который управляет республикой механизмами такого ручного управления. Все ветви власти, формально существующие в Чечне, находятся под полным контролем. Кадыров очень жестко контролирует силовые структуры, Кадыров очень жестко контролирует медиа, Кадыров очень жестко контролирует судебную систему. И невозможно представить, чтобы были приняты какие-то решения, которые противоречат воле Кадырова. Надо сказать, что все партии, кроме «Единой России», региональное отделение, которое Кадыров возглавляет в Чечне, практически не ведут никакой деятельности в Чеченской Республике, существуют лишь формально. И, конечно, стоит отметить результаты, которые получает партия власти, кандидаты от власти на всех последних выборах, на президентских выборах, на парламентских последних выборах. «Единая Россия», кандидат Путин, получали более 99% результата при 99%, более чем 99% явки. Надо сказать, что такой результат вызывает вопросы даже во власти. В докладе приводится цитата депутата из «Единой России» Никонова, который говорил о том, что режим Кадырова дает возможности обеспечивать, гарантировать необходимые результаты, которые не наблюдались в России со времен советской политической системы. Кадыров выстроил в Чечне квазиисламское государство. Республике навязываются квазиисламские нормы. Очень сложно в республике встретить женщину с непокрытой головой. По факту в республике легализовано многоженство. Кадыров настаивает на том, чтобы это стало федеральной нормой для всех мусульманских регионов. В Чечне это уже реалии фактически. В то же время я считаю, что нельзя называть чеченский режим халифатом. Да, нельзя говорить, что это действительно исламское государство. Это квазиисламское государство, потому что целый ряд норм, целый ряд порядков, которые навязываются чеченскому населению, они противоречат традиционным нормам ислама, традиционным нормам шариата. Одно из главных противоречий – это культ личности Рамзана Кадырова. Коран прямо запрещает возвеличивание той или иной личности. Это прямой запрет в Коране. В Чечне же пятничные молитвы начинаются и заканчиваются хвалой Рамзану Кадырову. Это грубое, прямое нарушение норм ислама. Поэтому есть и другие противоречия, но в целом, конечно, это такое квазиисламское государство, где религия используется в первую очередь для контроля за населением. И вот эта вот религиозность Рамзана Кадырова на самом деле, конечно, к традиционному пониманию ислама имеет очень косвенное отношение. Надо сказать, что единственными оппонентами, я уже сказал, что политические партии практически не имеют возможности действовать на территории Чечни. Единственные люди, которые по факту выступают критиками Кадырова внутри Чечни и берут на себя мужество критиковать Кадырова, разоблачать преступления кадыровского режима внутри Чечни, это правозащитные организации. Надо сказать, что они подвергаются в связи с этим огромному давлению, и деятельность правозащитников в Чечне связана с огромными личными рисками, в том числе жизнями. Ну, необходимо, конечно, упомянуть убийство в 2009 году Натальи Истемировой. По свидетельству ее коллег из мемориала, она готовила разоблачительный материал, вела расследование, у нее появились доказательства, в том числе видеодоказательства того, как кадыровские силовики, офицеры кадыровских силовых структур убили человека, расстреляли его в одном из чеченских сел. Она готовила к публикации этот материал. Незадолго до публикации есть свидетельство, что Кадыров лично ей угрожал. В конце концов, она была застрелена и найдена на границе Ингушетии и Чечни. Стоит отметить атаку, систематическую атаку на комитет против пыток. Это одна из правозащитных организаций, которая очень активно действует в Чечне. Одна из немногих правозащитных организаций, которая активно действует в Чечне. В 2014 году офис организации был сожжен, в 2015 году был разгромлен кадыровцами. В 2015 году был разгромлен кадыровцами. Работу действительно очень важную провел комитет против пыток. Одно из главных его достижений – это разоблачение нелегальной тюрьмы на территории Чечни, которую возглавлял
одноклассник Кадырова по имени Алихан Цакаев, офицер местного ОМОНа. Разоблачение было действительно абсолютно успешным. По этому эпизоду было возбуждено Следственным комитетом уголовное дело. Расследование продолжается до сих пор, но хотя, конечно, оно стопорится. Но сам факт обнаружения этой тюрьмы, привлечения к ней внимания, возбуждения уголовного дела по нынешним чеченским и в нынешних чеченских реалиях, это, конечно, очень серьезное дело. Одна из главных тем доклада посвящена коррупции, которая полностью пронизывает Чеченскую Республику. Задача доклада — раскрыть те механизмы, с помощью которых осваиваются бюджетные средства на протяжении всех последних лет. Надо сказать, что это происходит при полном попустительстве федеральных властей, и с каждым годом масштабы коррупции в Чечне становятся все более и более объемными. Надо отметить, что Чечня — это крупнейший получатель федеральных дотаций из государственного бюджета, из государственной казны. С момента прихода Кадырова к власти прямые перечисления из федерального бюджета ежегодно составляют порядка 59 миллиардов рублей. Это средняя цифра на протяжении всех лет, начиная с 2004 года. Причем важно отметить, что даже представители правительства, пусть и в мягкой форме, но подвергают критике ситуацию в Чечне. В докладе приведено несколько важных цитат, на которые мало кто обращал внимание. Вот, в частности, министр финансов РФ Антон Силуанов назвал Чечню чемпионом по расточительности. Он обратил внимание, в частности, на то, что автопарк чиновников в Чечне составляет около половины автопарка всех северокавказских регионов. Говорил о коррупции в Чечне и на Северном Кавказе и Дмитрий Медведев, на тот момент президент Российской Федерации, обращал внимание, говорил о коррупции в Чечне. И представители федерального правительства систематически говорят о том, что в Чечню уходят огромные деньги, которые расходуются крайне расточительно, которые никак не экономятся. При этом Рамзан Кадыров считает, что денег в Чечню дают мало. Вот его цитата, на которую я обратил внимание. «У нас есть претензии. Мы в долгах, брали кредиты, все, что возможно. Десятки миллиардов нам не отдают из федерального бюджета», заявил Рамзан Кадыров. Республика действительно погрязла в коррупции, и в докладе раскрываются механизмы того, как, собственно, деньги из федерального бюджета, деньги, которые выделяются в Чечню, с помощью каких механизмов они осваиваются и становятся деньгами украденными, деньгами коррупционными. В частности, речь идет, конечно, о ключевом механизме осваивания этих средств. Это так называемый фонд имени Ахмата Кадырова, который полностью контролируется Рамзаном Кадыровым. Этот фонд возглавляет официальным руководителем этого фонда является мать Кадырова, Аймани Кадырова. Практически каждый житель Чечни обязан перечислять в фонд часть своей ежемесячной прибыли. Причем это касается и бизнесменов, и чиновников, и работников бюджетной сферы. Однако механизмы сбора этой фактически дани очень разные. Если бизнесменам просто предлагают сотрудники администрации, ответственные за это, сотрудники силовых структур, предлагают перечислять деньги в фонд Ахмата Кадырова в виде добровольных пожертвований. И это такое предложение, от которого невозможно отказаться, потому что в случае, если человек откажется, его бизнес просто окажется под угрозой. В случае, например, с работниками бюджетной сферы ситуация несколько отличается. Один из ключевых механизмов осваивания этих средств – это начисление премий из бюджета, которые работники бюджетной сферы, учителя, врачи, они этого просто не видят. Значит, механизм очень простой. Значит, деньги перечисляются, люди расписываются за получение прибыли. В то же время деньги они эти не получают, потому что они напрямую перечисляются в виде добровольных пожертвований в, соответственно, фонд Ахмата Кадырова. В чем ключевая проблема с этим фондом? Значит, по уставу фонда Ахмата Кадырова его задача, ключевая задача – помощь малоимущим людям, поддержка малоимущих слоев населения. На практике же на что тратятся эти деньги? Значит, в докладе очень подробно перечисляется, собственно, в чем суть.
Значит, если сформулировать в двух словах, эти деньги идут на роскошную жизнь Рамзана Кадырова, на то, чтобы потешить его собственное эго. Но вот я перечислю некоторые известные расходы из фонда Ахмата Кадырова. Значит, часы стоимостью 100 тысяч евро, подаренные Кадыровым стилисту Сергею Звереву. Автомобиль Porsche Cayenne стоимостью 250 тысяч евро, подаренный Кадыровым телеведущей Яне Рудковской. Тут вот даже и малой части этих денег не разбросано, которые Кадыров тратит на подарки своим дорогим звездным гостям. Гонорар 1 миллион евро Диего Марадоне за участие в футбольном матче с Кадыровым. Гонорар 2 миллиона евро Майку Тайсону, прилетевшему в Чечню для товарищеского спарринга с Рамзаном Кадыровым. Гонорар 1 миллион евро актрисе Хиллари Суонг, прилетевшей в Грозный поздравить Рамзана Кадырова с днем рождения. Но здесь перечислено достаточно большое количество известных расходов фонда Рамзана Кадырова. Но что самое возмутительное, на фоне довольно непростого положения в Чеченской Республике и очень серьезного социального расслоения, когда одна часть населения вынуждена фактически оплачивать дань в фонд Кадырова, при этом сам Кадыров и его ближайшее окружение строят себе огромные дворцы, купаются в роскоши. Кадыров живет в резиденции в Цанторое площадью 260 тысяч квадратных метров, и, соответственно, там обслуживание, там, да, все это обслуживание этого особняка оплачивается из федерального бюджета. Вот на фоне этого дикого социального расслоения траты из бюджета, который наполняется за счет добровольных пожертвований на эту роскошную жизнь, не вызывают абсолютно никакого интереса со стороны федеральных властей и проверяющих органов. Как известно, в соответствии с российским законодательством, любое НКО, каковым по уставу является фонд Ахмата Кадырова, обязан отправлять отчетность в Министерство юстиции систематически. Значит, за все существование фонда Ахмата Кадырова этого не было сделано ни разу. Ни разу фонд Ахмата Кадырова не отчитался о своих доходах и своих расходах, как это положено по закону и как это требуется от абсолютно всех некоммерческих организаций. Значит, важно обратить внимание на декларацию о доходах Рамзана Кадырова. Значит, в 2015 году, если верить декларации, Рамзан Кадыров заработал 4,84 миллиона рублей. Значит, в то же время реалии таковы. Значит, Рамзану Кадырову принадлежит коллекция часов, средняя стоимость которых составляет 300 тысяч долларов. Рамзану Кадырову принадлежит около 50 дорогих иномарок, включая автомобили марки Porsche, марки Hammer, марки Lamborghini. Кадырову, как я уже отметил, принадлежит резиденция площадью 260 тысяч квадратных метров, стоимость ее 10 миллиардов рублей. Кадырову принадлежит личный зоопарк, который включает медведей, львов, тигров, пум. Кроме того, как нам известно, вот мы выяснили, на имя Кадырова официально зарегистрировано 102 скакуна, 102 лошади. Значит, очень важно отметить реакцию. Очень... Давайте я подожду. Франс 24. Франс 24. Давайте. Так, нормально ваш микрофон лежит? Да. Нормально? Да, нормально, спасибо. Извините, видите, у нас, к сожалению, какие-то деньги лежат. Деньги лежат. Значит, очень важно обратить внимание на реакцию федеральных властей. Вот в докладе приводится цитата Сергея Степашина, которому задали вопрос о том, как же так получается, как объяснить несоответствие официальной декларации Рамзана Кадырова и такого явно не соответствующего ей роскошного уровня жизни. Как так получилось, что зарабатывает Кадыров там меньше 5 миллионов рублей, а в реалии там в день, наверное, тратит сумму большую. Значит, очень показательная реакция Сергея Степашина, который на тот момент занимал пост председателя счетной палаты. Степашин заявил, что у Кадырова, собственно, вся республика, поэтому не стоит за него беспокоиться. Это прямая цитата главы счетной палаты. Значит, одна из ключевых тем в докладе, которая рассматривается наравне с темой коррупции, это тема, связанная с частной армией, которая фактически создана в Чечне.
Это единственный регион, где функционирует полноценная региональная армия. Нет ни одного региона в России, где существовала бы армия, которая подчинялась бы не федеральным властям, а главе этого региона. Специфика этой армии заключается в том, что костяк ее составляют бывшие боевики, которые воевали на стороне сепаратистов и которые были амнистированы либо при непосредственном участии Рамзана Кадырова, либо по его инициативе. В чем здесь ключевая проблема? Проблема в том, что те люди, которые переходили из стана сепаратистов, переходили в стан федеральных силовых структур в подчинение к Рамзану Кадырову, они фактически были легализованы, они получили удостоверение федеральных силовых структур, они получили новое оружие взамен с данного старого. И фактически эти люди лично обязаны Кадырову своей жизнью, своей безопасностью. Эти люди обязаны Кадырову своими зарплатами. Эти люди по факту являются личной армией Рамзана Кадырова. Общая численность этой армии составляет порядка 30... Ага, понял. Так, значит, нам сообщают, что поступил анонимный звонок о заложенной бомбе. Но я предлагаю не пугаться, потому что вчера уже у нас были такие звонки. Вчера были уже такие звонки. Поэтому я предлагаю все-таки закончить наше общение. Значит, состав этой армии, которая насчитывает порядка 30 тысяч бойцов, это полки, в основном полки и батальоны МВД. В докладе структурирована, в общем-то, вот эта вот частная армия Рамзана Кадырова. Мы анализируем того, как она устроена. Ребят, еще бомба сейчас не взорвется, подождите. Бомба, вот у меня лежит бомба главная, которая вызывает. Вот, собственно, бомба, да. Она не взорвется, пока я сам этого не захочу. Так что можете не переживать. Значит, вот она бомба, да, вот. И вот вам тоже я покажу бомбу, пожалуйста. Пожалуйста, вот бомба. Значит, надо отметить, необходимо отметить, что армия Кадырова, которая формировалась и тренировалась на протяжении всех последних 10 лет, это действительно одно из самых боеспособных вооруженных формирований внутри России. Эти вооруженные формирования постоянно тренируются, они участвуют в боевых действиях. В докладе довольно подробно рассказывается о том, как чеченские силовики принимали участие в боевых действиях на территории Донбасса и воевали с украинской армией. Рассказывается, в частности, про чеченский батальон «Смерть» во главе с действующим офицером, майором МВД Чечни Апти Балатхановым. Полиция настоит на эвакуации, бомба заложена в здании. Вот она бомба, Виктор Иванович, смотрите. Нет, всех просят Понятно. покинуть. Понятно. Скажите, пожалуйста, полиции, что мы скоро покинем помещение. Они сейчас наставят. Ну, Понятно. Собор сейчас выйдет. Понятно. Ну, пусть заходит. Значит, необходимо отметить, что спецназ Кадырова подготовлен одним из боевых офицеров группы «Альфа» Даниилом Мартыновым. Это действительно очень боеспособное подразделение. В 2015 году состоялся турнир спецподразделений из самых разных стран мира. Он в Иордании проходил. Чеченский спецназ, подготовленный Мартыновым, выиграл эти соревнования. И это действительно очень боеспособная часть. В то же время существует и обратная сторона у вооруженных частей, которые действуют в рамках кадыровских силовых структур. Речь идет о прямом бандитизме. В Москве, в Петербурге, в других городах действуют так называемые филиалы личной охраны Кадырова. В частности, в Москве они базируются в президент-отеле. Еще в свое время Сулим Ямадаев, герой России, оппонент Рамзана Кадырова, говорил о том, что там постоянно базируется до 200 силовиков. И действительно, эта информация подтвердилась. У этих силовиков, у людей, которые вооружены пистолетами, автоматическим оружием, которые обладают корочками, удостоверениями МВД Чечни, которыми руководят офицеры кадыровских силовых структур. Эти люди занимаются рэкетом, эти люди занимаются похищениями, эти люди занимаются вымогательством. И у этих людей постоянно возникают конфликты с федеральными силовыми структурами в Москве. Был эпизод, когда целую группу этих бандитов задержали в комплексе «Весна».
было возбуждено уголовное дело, этих людей посадили, но в результате вмешательства высокопоставленных чиновников всех их отпустили. Тогда несколько сотрудников ФСБ, которые занимались этим делом, объявили забастовку, обратились к журналистам. Это действительно была очень громкая, знаковая история, которая очень подробно, с фотографиями, с материалами уголовного дела приводится в нашем докладе. Продолжая тему бандитизма, необходимо отметить еще один ключевой раздел доклада, который посвящен практике политических убийств, за которыми стоят чеченские силовики, и, как я считаю, стоит лично Рамзан Кадыров. Я приведу два примера. Во-первых, речь идет о расправе над братьями Ямадаевыми. И здесь нам удалось собрать информацию, скажем так, эксклюзивную. Мне удалось ознакомиться с материалами уголовного дела против одного из киллеров, одного из покушавшихся. Значит, речь идет о том, что сначала был убит в 2008 году депутат Государственной Думы Руслан Ямадаев. Он был ключевым политическим оппонентом Рамзана Кадырова и имел амбиции возглавить республику. Руслан Ямадаев был застрелен прямо по дороге из приемной в администрации президента. Я офицер, вы что творите? Ты в курсе? Вот ты, подожди. Отпустите. Не, отпусти. Мы же здесь оппозиция, ёп. Да Рамзан Кадыров больше сделал для России, чем ты, блин. Ты в армии-то служил вообще, блин. В армии ты был. Ты говоришь, что патриот. Вот видите, кто-то очень рано начал отмечать День защитника Отечества сегодня. Коллеги, я с вашего позволения продолжу. Значит, убийство... Давайте, может, прервемся с поломкой. Коллеги, позвольте, я продолжу. Я не уверен, что у нас много времени. Вы уж поймите тоже меня правильно. Так, в 2008 году был застрелен в Москве Руслан Ямадаев, герой России, депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», который имел амбиции, да и, в общем-то, основания претендовать на самые высокие посты в Чеченской Республике. Он действительно мог возглавить Чечню. И убит он был после переговоров администрации президента. Он ехал по набережной мимо Белого дома, машина остановилась на светофоре, подошел убийца и застрелил его. Через некоторое время был застрелен его брат Сулим Ямадаев, один из чеченских силовиков, неподконтрольных Рамзану Кадырову. Он был застрелен в Дубае, куда он уехал после убийства своего брата из опасения за свою жизнь. Надо сказать, что по обвинению в этом убийстве был арестован конюх Кадырова, Махди Лорния. А власти ОАЭ, Объединенных Арабских Эмиратов, назвали организатором убийства ближайшего соратника Кадырова Адама Делимханова. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпол и с тех пор получил прочное прозвище «Палач» Чеченской Республики. Но, по сути, убедительным доказательством причастия непосредственно Кадырова к этим преступлениям является эпизод, связанный с покушением на третьего из братьев Ямадаевых, Ису Ямадаевых. Мне удалось ознакомиться с материалами уголовного дела, и в докладе, в частности, приводится материал допроса покушавшегося. Убийство это было неудачным, был задержан киллер, гражданин Юсупов, который был завербован кадыровцами и который получил задание убить Ису Ямадаева. Значит, в докладе приводится выдержка из протокола допроса гражданина Юсупова, где он прямо утверждает, что это политическое убийство ему заказал Рамзан Кадыров. Также он подчеркивает, что в разговоре с ним Кадыров подтвердил свою личную непосредственную причастность к убийству и Руслана Ямадаева, к убийству и Сулима Ямадаева, полностью взял на себя ответственность. Вот показательный эпизод заключается в том, что несмотря на официально имеющийся протокол допроса,
Кадыров даже не был допрошен по этому делу. Хотя гражданин Юсупов, давший эти показания, получил уголовный срок. Он отправился за решетку за покушение на убийство сроком на 8,5 лет. Значит, другой эпизод, связанный с политическими убийствами, к которым, как я убежден, причастен Рамзан Кадыров, это убийство Бориса Немцова, которое случилось в Москве ровно год назад, ну, почти год назад. Значит, как вы знаете, за решеткой сегодня находится офицер кадыровского батальона «Север» Заур Дадаев. Он заместитель командира батальона «Север». Мне также удалось ознакомиться с материалами уголовного дела. Есть и признательные показания, весьма убедительные, которые не вызывают сомнений в причастности непосредственно Дадаева к этому преступлению. Дадаев приехал в Москву накануне убийства вместе с другим заместителем командира батальона «Север» Русланом Геремеевым. Они вместе, судя по всему, готовили это убийство. И разница их заключается лишь в том, что Геремеев успел добежать до Чечни, где получил поддержку, прикрытие со стороны своих коллег. Дадаев этого сделать не успел. Он был задержан в Назране и сейчас находится за решеткой. Его дело готовят к передаче в суд. Значит, что такое батальон «Север»? Это, по сути, такая личная гвардия, очень преданная Рамзану Кадырову, которую возглавляет Алибек Делимханов. Это брат Адама Делимханова, ближайшего соратника Рамзана Кадырова, которого Кадыров называет своим преемником, будущим преемником на посту главы Чеченской Республики. Варианта два. Либо силовики действовали без ведома Рамзана Кадырова, либо они действовали по его прямому указанию. Первый вариант я не допускаю ни в коем случае, потому что в этом случае Кадыров наверняка расценил бы это как провокацию в свой адрес. Но Кадыров называл уже после убийства Заура Дадаева патриотом России. Он говорил о том, что все, что делает этот человек, он делает во благо России. Кадыровские силовики покрывали Геремеева и физически не допускали следователей для допроса и следственных действий на территорию села Джалка, родового села клана Делимхановых. Поэтому меня не вызывает никаких сомнений в том, что именно Рамзан Кадыров стоит за убийством Бориса Немцова. Вопрос заключается лишь в том, является ли Кадыров последним звеном, является ли он заказчиком, либо организатором, и за ним стоят еще более высокопоставленные фигуры. Значит, коллеги, подводя итог, я хочу отметить, что доклад называется «Угроза национальной безопасности». Я хочу отметить, что Чечня стала обособленным государством внутри российского государства. Я хочу отметить, что Кадыров фактически не признает федеральные законы. Я хочу отметить, что Кадыров фактически пренебрегает Российской Конституцией. Это и есть ключевой результат политики Путина на Северном Кавказе. Значит, ответственность за это, за создание очень опасного, неуправляемого режима на Северном Кавказе, я и мои коллеги по партии Парнас, по демократической коалиции, возлагаем непосредственно на Владимира Путина. Поэтому главная задача моего доклада – привлечь внимание российского общества к происходящему и потребовать немедленной отставки Рамзана Кадырова с поста руководителя Чечни. Владимир Путин заложил на Северном Кавказе бомбу замедленного действия, которая может взорваться и обернуться Третьей Чеченской войной в результате любого серьезного политического кризиса. Для того, чтобы этого не допустить, а я уверен, что ситуация пока еще не является необратимой, надо пресечь эту угрозу национальной безопасности России. Мы обязаны добиться отстранения Рамзана Кадырова от власти. Мы обязаны добиться перемен и в Чечне, и в России. Чтобы вернуть Чечню в правовое поле, чтобы Россия стала нормальной, цивилизованной страной. Спасибо вам за внимание. Илья, как попали эти кадыровцы на Донбасс? Уважаемые корреспонденты, покидаем помещение. Садитесь. Друзья, давайте я отвечу на 3 вопроса, поскольку вы видите, мы находимся... Кадыровцы попали на Донбасс? Расскажите, пожалуйста. Кадыровцы попали на Донбасс через часть границы, которую контролирует российская армия. По приказу кого? Я не знаю по приказу кого, но у меня нет сомнения, что они действовали там по согласованию, разумеется, с федеральными властями. Это не вызывает никаких сомнений. Я буду говорить по-русски, извините.
Пожалуйста, еще вопросы. Два вопроса я готов ответить. Расследование о Немцове эффективное, и чего вы дожидаетесь? Значит, расследование убийства Немцова было эффективным на первом этапе, когда были задержаны реальные исполнители этого преступления. Значит, когда стало понятно, что следы ведут к Кадырову, когда стало понятно, что заказчики этого убийства облечены государственной властью, расследование фактически застопорилось. Значит, на сегодняшний день можно констатировать, что расследование фактически прекращено, можно констатировать, что следствие фактически отказалось от преследования организаторов и заказчиков этого преступления, можно констатировать, что следствие ограничивается исключительно подготовкой к суду над рядовыми исполнителями и техническими участниками этой преступной группировки. Я вас перебью. У нас поступила информация, я прошу, пожалуйста, всех поднять. Объясните, пожалуйста, что здесь происходит? Поступил звонок в службу 02, заложенным взрывным устройством. Как вас зовут? Моя фамилия Пименов, я капитан полиции УВД параллельно Замуславии. Товарищ капитан, как вы знаете, вчера поступил аналогичный звонок. Здесь работали ваши коллеги. Мы с вашими коллегами с самого утра находились, послушайте, пожалуйста, находились в тесном сотрудничестве. Вы прекрасно понимаете, что здесь проходит политическое мероприятие оппозиционное. Мы предупреждали вас о готовящихся провокациях. Мы вместе с вами делали так, чтобы эти провокации не допустить. Поэтому то, что делаете вы сейчас, вот ваши действия сейчас, я понимаю. От кого? От кого? Вот хорошо, вот приедет, мы их пропустим. Нет, вы сейчас покинете помещение все, собачка обследует данное помещение. Значит, мы помещение не покинем. Мы продолжим мероприятие. Я считаю ваше требование незаконным. Я считаю, что ваша задача сорвать оппозиционное мероприятие. Вот ваша задача сорвать оппозиционное мероприятие, которое я намерен продолжить. Я не покину помещение. Кто здесь организатор проведения? Пожалуйста, еще вопросы. Уважаемые, все организаторы- Коллеги, пожалуйста, есть еще вопросы? Я уверен, что убийство Немцова – это, по сути своей, теракт, террористический акт. Смысл этого теракта заключается в том, что такое теракт, да? Это демонстративное убийство, направленное на запугивание общества, что, собственно, и преследовали заказчики убийства Немцова. Их задача – запугать ту часть российского общества, которая не согласна с курсом, проводимым Путиным, не согласна с курсом, который проводит «Единая Россия». Их задача – заткнуть нам рты, их задача – сделать так, чтобы мы уехали из России. Да, конечно, кто-то испугался, конечно, кто-то замолчал, конечно, кто-то уехал из России. Но у этого убийства был обратный эффект. Огромное количество людей пришли в оппозицию под впечатлением от убийства Немцова, после шока от убийства Немцова. И я уверен, что 27 февраля, в годовщину убийства Немцова, огромное количество людей выйдут на улицу для того, чтобы помянуть Немцова, для того, чтобы отдать дань памяти нашему погибшему товарищу, для того, чтобы потребовать, чтобы Россия была нормальной страной, где организаторы и заказчики политических убийств не уходят от ответственности, и где власть сменяется, и где политические лидеры и политические оппозиционеры могут чувствовать себя в безопасности. Какого эффекта вы ждете от публикации вашего доклада? Скажите, пожалуйста. Наша задача, это в первую очередь, это формирование общественного мнения. Вот Кадыров сегодня сказал, что в докладе нет ничего сенсационного. Действительно, в докладе нет ничего сенсационного. Мы знаем прекрасно, и думающая, следящая за политикой часть российского общества прекрасно знает, что Чечня погрязла в коррупции, что для Чечни в норме похищение людей, политические убийства, что с людей собирают дань. Это не сенсация, действительно, это так. Но наша задача донести эту информацию, скрупулезно собранную, подтвержденную документами, доказательствами, донести эту информацию до как можно большего числа граждан России и добиться перемен. Потому что если мы не будем этого делать, то если мы будем сжаться по углам, если мы будем бояться, если мы будем трусить, то в какой-то момент мы проснемся в стране, где кадыровцы просто станут хозяевами, где они станут диктовать нам свою волю. Я этого в своей стране не желаю, поэтому этот доклад патриотический. Наше ключевое требование – отстранение Кадырова от власти и уголовное дело против него по целому ряду тяжелых обвинений. Какие доказательства нахождения кадыровцев на Донбассе вы собрали? Назовите, пожалуйста, хоть парочку. Слушайте, в докладе их огромное количество. Там есть и фамилии, там есть и свидетельские показания, есть и документы. В общем, я назвал фамилию, например, руководителя, командира батальона «Смерть». Это чеченский батальон, который базировался недалеко от Донбасса. Балатханов – это
действующий офицер МВД, майор МВД, действующий сотрудник силовых структур. В общем, здесь исчерпывающее количество доказательств. Но, кстати, Кадыров и не особо и скрывает, что чеченцы воевали на Донбассе. Я станция Москва, Кузнецов и я. Почему приняли решение подготовить и опубликовать доклад, опасаетесь ли вы своих забот? Простите. Почему вы приняли решение подготовить и опубликовать доклад, опасаетесь? Значит, у меня было две причины, почему я работал над этим докладом. Первая причина заключается в том, что я убежден, Кадыров стоит за убийством моего друга Бориса Немцова. Я добиваюсь того, чтобы этот человек был привлечен к ответственности за убийство моего друга. Вторая причина заключается в том, что я действительно считаю деятельность Кадырова и тот режим, который сформирован на Северном Кавказе, в Чечне, угрозой национальной безопасности нашей страны. То, что делает Путин, это самоубийственная политика. То, что делает Путин, угрожает моей стране. Поэтому наша задача добиться того, чтобы этот конфликт, этот сгусток проблем, который сформирован на Северном Кавказе, был разрешен мирно и бескровно. В этом цель моей работы. Что касается моей безопасности, конечно, я оцениваю. Конечно, я понимаю свои риски. Я понимаю, что те люди, которых мы критикуем, это люди очень опасные, это люди, которые обладают и силовыми ресурсами, это люди, которым раз за разом спускают политические убийства. И я понимаю свои риски. Но я понимаю, что если мы будем молчать, то эти риски будут возрастать для всех. Не только для вас, не только там для меня, да, для журналистов. Эти риски будут возрастать для всех. Поэтому мы обязаны это делать. Друзья, я предлагаю на этом закончить, потому что иначе нас просто сейчас начнут отсюда выволакивать. Мне бы этого очень не хотелось. Спасибо вам большое. Россия будет свободной. Интервью вы видели, что мы... Не, вы видели. Пойдем. С этой стороны. Теперь пройдем. Спасибо вам. Насчет прав 24 я... Спасибо, Роман. Лена, баланс 24. Да. Почему доллары пошли? Потому что у кремлевской молодежи все фальшиво. Да, я в Парнасе. Можно было на Простите. Нет, сумку не я.
смотри. Да, ждать, пока собачка отработает. А сколько это, Чем дольше вы ходите, тем дольше будет собака. скажите, а сколько займет времени приблизительно? Это все зависит от собаки, от синового. Потому что у нас там осталось оборудование, не знаем, как мы. Как обстоят, заберете оборудование. Ясно. Ну а из практики обычно сколько? Часа 2, да? Это зависит от помещения, понимаете? От собаки, там очень много запахов. Ясно. Спасибо. Не надо открывать. Не показывай, что ты там залазишь, а то сейчас какой-нибудь сюда пойдет. Скажи, пошла трансляция, видишь ты меня? Смотри, нет никого там. Ага, все, просто мы с Антохой немножко поменялись, поэтому теперь, ну, уже поздно. Звони там, если там есть Яша находит. Я не хватало, чтобы я выиграл. Еще не хватало. Не надо мне провожать, пойдем. Отлично, отлично. Тут все перекрыто, Все, давай. правая сторона перекрыта, Да. можешь спокойно Окей, понял. Yeah, could you comment in English about why you're taking on that Илья!
Позвонил, говорит, я на улице, понимаешь? Машина красная приехала. МЧС. Да, вот МЧС. Вот, видишь, что ли? Да, точно, вот им пошли туда только что, вон, смотрите, вон МЧС России, видите, сейчас зайдут туда. Что ты, ну здесь все хорошо. О, ты, да, микрофон. Мы свернулись полностью, с этого не сворачиваемся. Я пошел кабель, я сказал, кабель здесь не оставлю. Это через 3 часа. Да, а потом точно. Опасно.